Здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Добрый день, Салават. Здравствуйте. Продолжаем наш цикл программ, и сейчас мы говорим о башкирских восстаниях. Сегодня будет очередное восстание, которое у нас случилось в начале 18 века, а именно в 1704-711 годах. Все верно? Все верно. Это восстание, оно занимает, в общем-то, особое такое место в истории Башкортостана. Когда говорили о прошлых восстаниях, на этом внимание особо не акцентировал, но вскользь проходило у нас, что каждое у нас восстание, оно имело свое народное название. Народ он же не периодизировал, не говорил там, например, башкирское восстание 1662-64 годов. Не говорил. Там было название Дайчиновщина, допустим, у этого восстания. Потом был Сеитовский бунт. 1681-1684 года. Теперь мы приходим к башкирскому восстанию 1704-11 годов. В народе имело название Алдаровщина. Рычков там и другие дореволюционные авторы его называли там Алдар-Кучумовское восстание. То есть мы в названии уже видим имена вождей этого восстания. Во-первых, Алдар, Исикеев, Кучум, Тюлекеев. В начале XVIII века, как известно, Россия вступила на путь таких коренных перемен, затронувших все стороны жизни страны. Было связано с реформами Петра I. И вот эти реформы Петра вызвали восстание на окраинах. Непосредственно причиной были вот эти злоупотребления чиновников, так называемой Ижорской, Ингерманландской или Семеновской канцелярии. Это была такая канцелярия, которую управлял светлейший князь Меньшиков. Началась Северная война, и нужны были деньги. И вот эта канцелярия занималась, условно говоря, вытрясанием денег из народа. Придумывались совершенно фантастические налоги и так далее, и так далее. А чиновники злоупотребляли каждый по-своему или как-то централизованно это было? Я думаю, что они на местах, сейчас мы дальше коснемся, там совершенно какие-то фантастические налоги изобретались, похожие на какую-то абсолютную самодеятельность. Но все-таки глубинные причины были несколько иными. Заключались в том, что Петр I решил пересмотреть вековую традицию взаимоотношений между Башкортостаном и Россией. Такая у него империя какая-то вся разнокалиберная. Вот тут Башкирия, там у нее какой-то свой тип отношений с Россией, да. Там Кавказ. Решил все унифицировать по примеру западных стран. И его так называемая губернская реформа. Самая главная причина была в этой губернской реформе. Он решил поделить страну на несколько типовых единиц. Чисто по территориальному признаку. По территориальному принципу все подданные должны, иметь одни и те же права, без учета исторических особенностей, по которым вся эта империя складывалась. Ведь там же империя, чем она отличается, допустим, Российская империя, мы говорим о ней как о Евразийской империи. Ведь и Московское государство, хотя так не называлось, была Евразийская империя, асимметричная, говоря сегодняшним языком, федерация. Разные территории имели разный статус. Центральная часть России – это одно, там Башкирия – это другое. Украина тоже, кстати, да. Мы знаем, что там у нее был особый статус в то время. Там было гетманское управление. Это не была такая, типовая территория. И это все началось ломаться. И все это вызвало недовольство. Башкирию подчинили непосредственно вновь образованной Казанской губернии. Сразу в Башкирию приезжают эти казанские чиновники, там Арестов, и другие. А давайте озвучим территорию этой губернии. Какие современные области и республики? Будем считать, что вновь образованную Казанскую губернию вошла сам непосредственно Казанский край, да, и огромный Уфимский уезд. А что такое Уфимский уезд в те времена? Это не то, что какая-то Уфимская губерния позднейшая, да, и даже не Оренбургская губерния. Это гораздо шире. Специально это была единица создана для того, чтобы включить всех башкир туда без исключения, с их вотчинными территориями. А вотчинные территории башкир тогда, начинались у Саратова и заканчивались на территории у современного Кургана. Да? Представляете, от Волги до Тобола. Включили эту огромную территорию в состав Казанской губернии. И возникла такая огромная Казанская губерния, в чем-то она предвосхитившая позднейшую Оренбургскую губернию, да, которая тоже доходила вплоть до Аральского моря. Что такое было в то время Казанская губерния. И самое главное, башкир лишили права теперь уже непосредственно обращаться к царю. У них было такое право эксклюзивное. То есть по любому поводу они ехали в Москву и, писали челобитно, и царь по этой традиции, установившейся со времен Московского царства, должен был их принять и выслушать. Да. Теперь нет, поездки в Москву отменяются, есть у вас губернатор, едете к губернатору, пишите ему, а он там посмотрит, стоит ли царь-батюшку беспокоить или нет. И в этот момент в Башкирию прибывают прибыльщики, которые изобретали новые налоги, Жихарев и Дохов, которые действовали от имени Ижорской канцелярии, и объявили о введении 72 новоприбыльных статей. И самый знаменитый налог, который уже стал такой притчей во языцах, знаменитый налог на цвет глаз. 2 алтына платишь, если у тебя глаза черные,
И 8 алтынов, если у тебя серые или голубые, это на башкир, значит, вели. Вот это самый смешной налог. Чиновники были жестоко избиты. Это происходило, зачитка, чтобы люди понимали, где это происходило. Вот на песке, так называемом. Песок, это сейчас где-то ныне Уфимский пляж. За рекой Белой. На пляже это было традиционное место, где из Уфы на лодке переправлялись чиновники. И вот там на песке башкир зачитывали указы от правительства. Поэтому, когда вот люди купаются на пляже нашем, пусть знают, что это вот такое было своего рода, как в Москве, лобное место, где вот народ на Красной площади оглашали указы царя. Чиновники были избиты. После этого для наказания вот этих хулиганов в Уфу прибывает в начале 1705 года уже комиссар Ижорской канцелярии Александр Сергеев. А между тем, после вот этого избиения, почему восстание 4-м годом датируется, уже все, началось это брожение там, и местами уже началось вооруженное столкновение. И вот прибывает Сергеев из Казани. Причем прибывает в сопровождении 6 драгунских и солдатских полков, потому что восстание уже здесь. Приехал и сказал: «Покуда где он в Уфе, будет то и Москва». Вот башкиры же непосредственно в Москву обращались. И вот типа я здесь, я вот для вас Москва, вот за вас, значит, здесь все порешают. Тем самым вот башкирам официально было отказано в непосредственных контактах с царским правительством. Для прекращения практики башкирских посольств казанские власти по дорогам расставили караулы, опять цитата, чтобы мимо Казани к Москве никому не ездить, и хотели вешать и казнить. И дальше Сергеев, явно человек с какой-то патологией, собрал в Уфе представителей знати башкирской и устроил им в кавычках угощение, которое, в общем-то, походило на экзекуцию. Опять цитата. «Вина и меду поставя, и зелье положа, в неволю поил, кто и век свой меду и вина не пивали. Азей, то есть Хаджеев, Азей и Мулов и Ахунов их поил, а ежели кто не станет пить, тех бив палками насильно поил. И напившиеся, где лежали без памяти, а лежачих, где людей порохом полил, солому огнем сжигал, на руки свечи прилеплял, другим в горсти пороху, насыпав огнем полил, а сбережась лежалых людей, сызнов подняв, поневоле поил, желая поморить. Всякому пьяному, лежачим людям, держав против солнца, зеркало свое, рожи и голову жег, и который тронется, еще поил, чтобы поморить». Известно ли, сколько людей там пострадало? Ну вот, в общем, несколько человек погибло, одним словом, вот от такого угощения. Вот. Причем это все были непростые люди. Там старшины, вот как он говорит, значит, ахуны, муллы, хаджи и так далее. Затем, значит, Сергеев подумал, что все, так сказать, всех запугал, и, в общем, обратно поехал в Москву. По дороге опять начал терроризировать местное население, приехал в Мензелинск, требовал лошадей и денег. Пострадал в этом башкир Бойлярской волости Дюмей Ишкеев. Его аул был полностью разорен по приказу Сергеева. Но мало того, Сергеев, значит, взял у него 64 лошади, 25 коров, захватил жену и дочь и отвез, значит, в Казань. Дюмей Ишкеев, башкир Бойлярской волости. Это деревня сейчас Димитарлау, Сармановского района, это Татарстан. И вот написано, значит, казанский дворянин Сидор Арестов пишет: «Дюмейка с братьями и с племянниками и с другими бунтует, паче же возмущает и разоряет сел и деревни». После поимки в следующем году в одном из донесений о нем говорилось: «Ведомый вор и бунтовщик башкирец Дюмейка с товарищи, который прошлого лета в Казанском уезде сел и деревни разорял, людей побивал и в полон брал и стада отгонял». Вот, началось восстание. Одновременно вспыхнуло восстание в Астрахани. Опять, как бы оно с башкирским восстанием никак не было связано, там у него были свои причины. На Дону началось брожение, на Северном Кавказе. И вот для подавления всех вот этих мятежей, которые начались на юго-востоке империи, с шведского фронта был снят самый, так сказать, лучший на тот момент полководец Петра I, фельдмаршал Борис Шереметьев, и был послан в Поволжье. Приехал Шереметьев в Казань и пишет: «А здешний народ пуще опасается башкирцев, нежели Астрахани». То есть Казань сидит как бы такая зажатая с двух сторон, Нижний Поволжье в огне, Астрахань бунтует, с востока башкиры. И вот казанский народ типа пуще боится этого. А население Астрахани тогда какое было по национальности? Абсолютно русский город. В окрестностях Казани, правда, проживали там небольшие так называемые юртовские нагайцы. Ну, основное население, естественно, это русские, значит, там стрельцы, казаки и так далее. В письме к канцлеру Головину Шереметьев повторно выражал свои опасения, вторично подтверждая: «Доношу вам, что больше надобит от башкирцев опасения иметь, нежели от астраханцев. Вам известно, сколько их много, и каракалпаки с ними, и до самой Сибири все орды. Унимать их будет с трудом. Не надобит их слишком злобить, полно нам покуда шведов». Шведская война шла.
То есть, действуя вот по этой логике, Шереметьев, в общем-то, начал такие реверансы в сторону башкир. Почему? Потому что он был до 1705 года на шведском фронте, и как раз под его руководством сражался один отряд башкирской кавалерии. В кавалерийском корпусе там башкиры служили, поэтому многие лично знали Шереметьева, приехали к нему в Казань, встретились, значит, вот так, объяснили ситуацию. Шереметьев пошел им навстречу, выпустил из тюрьмы, из казанской тюрьмы всех арестов, в том числе вот Дюме Ишкеева, отправил его в Москву, чтобы вот он донес царю, что вот как казанские власти беспредельничают, да, и Дюме Ишкеев поехал в Москву. Как только, значит, казанский вице-губернатор Кудрявцев и губернатор Апраксин и вот эти дворяне Арестовы и так далее, которые тогда в Казани играли за главную скрипку, узнали об этом, они предприняли целую спецоперацию против вот этого Дюме Ишкеева. Послали, значит, огромное количество своих людей, потому что Дюме Ишкеев приехал в Москву, и вот он, не доезжая до этого посольского приказа, куда он должен был донести все, и был перехвачен и обратно доставлен в Казань. Вот представляете, да? Дюме Ишкеева, в общем-то, повесили. И вот эта весть, дескать, Шереметьев пошел нам навстречу, казанские, значит, все равно сделали свое дело, Дюме Ишкеев был повешен, это стало вот последней каплей, и, в общем-то, Башкирия вся восстала. Показательно, кто вождем этого восстания становится? Алдар Исикеев. Это один из известных башкирских тарханов, герой Азовского похода. Как известно, в 1695-96 годах Петр I, первая проба оружия его случилась вот как раз в ходе Азовских походов. Он собрал армию и пошел осаждать турецкую крепость Азов, которая находилась в низовьях реки Дон. Было два похода, первый и второй, и вот Алдар Исикеев, как башкирский тархан, он должен был, значит, участвовать в этом походе, и, как и другие башкирские тарханы со своими отрядами участвовали. И вот во втором Азовском походе этот Алдар, в общем-то, отличился. Когда вот осадили турецкую крепость, турки по такому обычаю средневековья предложили перед штурмом устроить поединок богатырей. И вот с турецкой стороны вышел там какой-то черкес, как вот пишут в источниках по национальности. И вот из 70-тысячного войска решено было выставить Алдара Исикеева, короче. И вот Алдар выходит, и начинается поединок. В поединке Алдар побеждает вот этого черкесского богатыря, потом происходит штурм Азовской крепости, и вот Петр I на радостях и медаль ему дал, милостями всякими осыпал. В общем-то, они были знакомы. И поэтому Алдар вернулся, там, почивал на лаврах. Видимо, и особо-то и не собирался участвовать в этом восстании, поскольку тарханы — это как раз вот люди, которые служили правительству. Но в 1707 году князь Урусов, это уже уфимский дворянин, с каким-то отрядом зашел, там, разорил его вотчину, и вот это стало формальным поводом, по которому, в общем-то, и Алдар Исикеев включился в борьбу. И вот включение в это восстание сыграло вот решающую роль. Дополнительный импульс получился. Оно, вялотекущее восстание, приобрело лидера, и под его началом сразу собралось повстанческое войско. И вот он узнал как раз в этот момент, что из Уфы выступило войско под предводительством казанского дворянина Хохлова, усиленный уфимский полк. Кстати, где очаг сопротивления был в этот момент? Выступил на Ногайскую дорогу, выступил из Уфы и пошел на юг вдоль реки Белой. Там 1300 человек, усиленный полк. И вот около горы Юрактау Алдар Тархан атаковал уфимский вот этот полк. Там шло сражение несколько дней, и полк был разбит. На помощь этому полку выступили еще два полка, полк Арестова и полк Риддера. Ну и они понесли потери, и с потерями были вынуждены отступить и запереться в Табынской крепости, вот эти все остатки вот этих разбитых сил. Табынская крепость, это вот мы знаем территория Гафурийского района, казачий городок был в Табынской крепости, закрылись и, в общем-то, сидели там далее в осаде. Причем, что самое удивительное, на стороне башкир, когда началось это сражение, из полка Хохлова там несколько уфимских дворян, человек там 15-20, перебежал на сторону башкир, уфимские дворяне. Ведь подчинением Уфимского уезда Казанской губернии были недовольны не только башкиры, но и уфимские дворяне, русское население было. Они потеряли доходы. Все самые вот важные места там по сбору ясака и так далее, по управлению краю заняло это казанское дворянство. Сели, захватили, и, естественно, уфимское дворянство было крайне недовольно. И вот во время восстания потом им, много лет спустя, им вменялось, что вот вы там такие-сякие изменники, даже было там целое дело, там расследование, почему там уфимский дворянин Аничков и группа других дворян перебежали на сторону бунтовщиков. То есть, вот, конечно, это было башкирское национально-освободительное движение, но оно имело и большую регионалистскую составляющую. Даже такой факт, что за все время восстания башкиры даже не предпринимали ни разу попытки штурма Уфы. То есть они там шли куда угодно, там Казань разоряли, Сибирь там разоряли, но Уфу вообще не трогали, там они как бы вот в таком островке жили. То есть большая была такая регионалистская составляющая.
После вот этого поражения, которое понесло царское войско в битве под Юрактау, вся Башкирия восстала, так скажем. Здесь интересны связи. Алдар ведь он был не просто такой выдающийся воин и полководец. Он был стратегом, у которого были свои какие-то геополитические планы, о которых мы еще поговорим. Но поговорим мы о них, наверное, в следующей программе, поскольку время нашего эфира заканчивается. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов», в которой мы с Салаватом Хамидуллиным, руководителем автономной некоммерческой организации ШЖР, разбираем историю башкирских восстаний. Спасибо большое, Салават. Спасибо. До новых встреч. До свидания.